Бадрудин Ведзижев родился в 1933 году, в тогда еще маленьком селении Плиево. В 11 лет он стал свидетелем депортации своего народа. В феврале 1944 года, после того, как ингуши были объявлены врагами государства, его семью, как и многих других, насильно выселили из родных мест. Вместе с отцом Бадрудин отправился в Казахстан, где их ждали ужасы голода и холода. Город Кустанай, Кустанайская область. Федоровский зерносолхоз, отделение номер 3. Цикалгар багаж бол нах йогар. Людоедиш во абуалбериш. Шигашти дак иле тхитинош дехат ол. Мустадок акачашхан. Цаган боз бол нах мот бол нах цикалгар нисбелч. Халук эзле лилор. Но духа мол больше духа луэйр, духа халуэйр. Я амбиачиш от юзи Казахстан то хадах кашан гор биага нохчи би, и нохчи дух бин, и дух табишкрох нохчи. И лишот ка эрби, сэр корт сасат и хи ашмил. Ярруму корт аж дисти бабы бат шолрейр. Несмотря на все трудности, Бадрудин и его отец старались сохранять надежду. Отец, благодаря хорошим знаниям русского языка, смог найти работу, что немного облегчило их существование. Но счастье оказалось недолгим. В том же году отец погиб от болезни, оставив мальчика на попечении дяди. Они меня считали как свой родной. Мы вещевали как родному. Солотня день дала клаца амдацерсан. Жил так хахат меня секвалер. Вах ахвавер, все, хандоза, му, деки, хацахайтис, что халгас абяхкар. В 1956 году, спустя 12 лет после депортации, дядя Бадрудина женил его на Эйшет Хаутиевой. На тот момент Бадрудин уже имел работу и свое жилье в Казахстане. 9 января 1957 года радостной новостью для всего войнахского народа стало восстановление государственности Чечено-Ингушской ССР, что дало возможность людям вернуться на свои земли. Однако Бадрудин работал в химическом заводе, который имел высокую категорию вредности, и на пенсию там могли рассчитывать только после 10 лет работы. Поэтому Ведзижевы вернулись домой только в 1962 году. По приезде их ожидала печальная картина. Дом был разрушен, а земля пустовала, делится воспоминаниями бабушка Эйшет. Времен кирах. Цвельмен качевахш. Кошедахрох. Ер пиларам тевага карбулак охогез гногосту де тахкос. Отенал халга дихртхжинос. Хоцадырох. Девиш ва ногосту деш. Цукерфиш кейтерсон. Адла ез ан цуган. Ташкент чига. Кирпич кятер йокш. Даже за кирпичный халыцер кирпич. Ши прораб стройкат. Цеги адла есть вор азер кирпич кейтерсон девять по 19 рублей. Тысяча дохш. Цацинер друг. Дар холодиким эзай. Для них это был второй удар в жизни, когда снова пришлось начинать и строить свою жизнь заново. Айшет Ведзижевой было всего 10 лет, когда ее семья также подверглась депортации. Вместе с родителями и братьями она оказалась в Казахстане, где столкнулась с теми же ужасами, что и Бадрудин. Вскоре болезнь забрала ее семью, и девочка осталась одна, без поддержки и защиты. Цик, ах, вош велер, вахкава вош. Веши ек гелер, цик, цунта ада велер. Последний. Сожалею, маларь, ну уже что-то и сетите.
История Бодрудина и Эйшет Видзижевых – это не только рассказ о потере и страданиях, но и о силе духа и стойкости. Их жизнь – это свидетельство того, как можно восстановить себя и свою семью даже после самых тяжелых испытаний. Они являются живым напоминанием о трагедии, которая коснулась целого народа, и о том, как важно помнить и уважать историю, чтобы избежать повторения подобных ошибок в будущем. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Сулейман Костоев, Магаз, 24.